Всем привет, друзья! С раннего утра мы хотели выехать сегодня, закинуть еще ловушек, проверить вчерашние. В итоге практически 2 часа. Но это раньше, чем вчера, на пару часов. Так что, надеюсь, мы сегодня успеем побольше. Вот, как мы видим, забрал с собой весь арсенал ловушек. Маленьких, средних, ловчих. Вот эти не ловчие, но тоже забрал. В сарае они точно ловить не будут. А если закину в воду, пару голянчиков залетит озерных, и то большой плюс. Взял также целую бутылку, вот это для хранения, несколько мелких для хранения, это вместо садков, если что-нибудь да попадется. В общем, затарились по полной. Ну и, конечно же, взяли с собой удочки, ствол, ведра для ягод. Не знаю, что успеем, но попробуем. Взял с собой на НЗ немножко бензинчику, разбавил, правда, лукойловским маслом. И тут у нас, я не знаю, я так думаю, еще хватит. Около 10 часов обкатки мы уже прошли, ну, может быть, 9. Практически обкатку мы пошли. Сегодня еще один рейс, и потом мы уже будем делать первое ТО. На всякий случай взял, а вдруг не хватит. В общем, поехали. Поехали, опять же вернемся по-любому уже по темноте. Ну что успеем, то успеем. Погнали. Вода продолжает прибывать. Не быстро, но уверенными темпами. 2 дня уже нет дождей. Может быть, и обратно упадет. Но пока она прибывает. Как мы видим, я уже встал на свое место. Хотя здесь заезд пересыхает. Ну, нормально. Нормально, уже практически не задеваю. Вчера я еще заезжал, задел здесь. Значит, получается, вода уже прибыла около 40 сантиметров. Вот так где-то, ну да, сантиметров 40 уже прибыло. Так, ну что, попробуем без подкачки. Заведется, не заведется. Подсос выдернули. 1, 2, 3, 4. Нет. Надо подкачать. А ну да, бензин уходит. Все, подкачали. Теперь должен завестись. На Меркурии подкачивать не надо было. Там 4-тактный двигатель, здесь 2-тактный. Тем более сегодня ночью было около 0, уже почти заморозок. +1, +2, не больше. Ну что, поехали. Ну все, заканчиваешь ты обкатку, Шермакс. Следующий выезд уже будет после первого ТО. Поменяем масло в редукторе, посмотрим передовые соединения. В общем, сделаем первое ТО и дальше уже будем ездить как на обычном моторе. В принципе, я вчера уже пробовал дать полный газ, смысла нет. Лучше вот так вот ездить на средних оборотах против течения 15-17 километров, по течению около 20 километров в час. Это вполне достаточно. Зато экономия бензина, и мотор работает без нагрузки. Полный газ мы будем давать на других лодках. Эта лодка не для быстрой езды, а для уверенной по мелководью и для грузоподъемности. Вот 2 основных преимущества Уралочки. А скорость — это немножко другие лодки нужны. Для скорости у них пыжики, слетает как не знаю кто.
что, попробуем Хариуса? Я так думаю, хуже не будет. Тем более течение нам по пути. И несколько раз закинуть бомбарду в надежде на Хариус. Думаю, хуже точно не будет. Так. Две нимфы. Одна за бомбардой. Вторая до бомбарды. Вчера Хариус половиться не хотел. Посмотрим сегодня. Но навряд ли он будет ловиться, потому что, во-первых, прибывает вода, во-вторых, не видать рыбаков. Если Хариус ловится, то здесь постоянно 2-3, а то и больше 4 лодки. Лодки с перекатов пропали, значит, надо полагать, что Хариус ловиться перестал. Ну, попробовать надо. Хуже точно не будет. Ну да, вон вода поднялась. Здесь кочка торчала. Сейчас уж кочки не видать. Опа, вот он, есть. Есть. Все-таки одного мы уговорили. И это здорово. И это замечательно. Лед, кстати, вчерашнего дня даже не растаял. Практически как ложил, так и есть. Там у меня 2-литровая бутылка льда и плюс еще контейнер. Ой, контейнер, говорю, аккумулятор холода, который шел. И не открывая, получается, сегодня посмотрел, льда там еще, если таким макаром 2-3 дня еще. О, этот маленький. Ну, это уже неплохо. Это уже хорошо. В принципе, если встать на якорь, можно поймать на жареху, но у нас сегодня другие планы. Немножко другие планы. Рыбу мы поймать всегда успеем. А вот ягоду собрать, смородину, можно и не успеть. Первые заморозки, и она вся будет мягкая. Так что сегодня в планах у нас сбор ягод. А рыбалка так, попутно. Попутно. Ну, в принципе, клюнул бодренько. Значит, не знаю, останется, не останется время. Но половить будет можно. Если что, вечерком. Хотя навряд ли. Мы подниматься будем уже по темноте. Да. Активность заметно упала у Хариуса. Практически вот какой длинный перекат проплыл. Одного поймал. И где-то еще штук 5, наверное, плесканулись, но промахнулись. Нехотя так поднимутся возле мушки, плесканутся. Нету Жора. Ушел Жора, ушел. Не хочет. Вот еще метров 100 буквально сплавимся и нафиг не хочет, как хочет. Не хочет. Вчера не хотел, сегодня не хочет. Неделю где-то ловился. Опа, вот он. Блин, и видите, видали, да? Прыгнул. И как будто вот специально промахнулся. Когда он хочет кушать, каждый прыжок он уже на мушке, на крючке. А когда он не хочет, так, поднимется, плесканется рядом с мушкой. И все. Или он сытый, или чего, не знаю.
Если он не хочет, то его заставить невозможно. Оп, вот. Небольшой попадал, но сошел. Если кинуть якорь, кидать, дорожку отпустить, может быть, немножко, штук десяток-то за вечер и поймаешь. Но у нас сегодня другие планы. Тишина. Хариуса здесь хватает. Но он сегодня не хочет кушать. Так что не будем терять времени. Сейчас последний заброс. И надо ехать. Еще тучка подошла. Давно не было дождя, 2 дня уже. Все. Не хочет, как хочет. Ничего не хотят кушать. Ни осу, никого. Поехали заниматься делами. Если останется время, что маловероятно, на обратном пути заедем еще. Ну вот, друзья, прибарахлились вот с такой кучей пластика. Идем на озеро. Что-нибудь да забыли, конечно же. Это мы забыли комбикорм в будке. Ну ничего. Главное, донесем до озера, пока руки свободны, пока можно что. Главное, проверим, есть ли вообще гальян в тех бутылках. Если есть, там в мешочках комбикорм есть, пока погода хорошая. Да что говорить, пойдем и посмотрим. Погнали. Вот еще взял раколовку. В общем, весь арсенал своих ловушек. Будем ловить запас живцов. Вот с таким вот шумом, гамом приближаюсь к озеру. Вон с большого озера поднялось 2 стаи уток. 1 стая черков, 1 стая кракошей. Вон кружит. Так, здесь сейчас тоже могут подняться. Так, все. О, прибыли. Фу. Прибыли, наконец-то прибыли. Тихонько подойти, ну никак не получалось. Вон что-то волна идет. Откуда? Может, что-то плавает? Да ну нафиг, давно бы уже взлетело. С таким шумом подошел. Сейчас дадим время успокоиться. Вон сколько черной смородины. Это все сегодня будем собирать. Сейчас немножко пока проверим, то все. Может быть, кто-нибудь из уток остался. Успокоиться и проверим озеро. Пойдемте проверим первым делом наши ловушки. Мне уже не терпится посмотреть,
что попалось. Так, берем пока одно ведерочко. Вот это. И потом вот такой вот тюрьму. Садок сразу возьмем. Пошли посмотрим. Вон голянчики прыгают. Значит, они есть. Я так думаю, что-нибудь да все равно должно влететь. Что-нибудь. Что-нибудь. Здесь у меня стоят 4 ловушки. Сейчас наберем немножко водички. Совсем немножко. Совсем чуть-чуть. От столечка. Так, ну чё. Оружие пока в сторону. Приступаем к проверке. Господи, благослови. Опа. Есть контакт. Есть контакт, Янцикадан. Так. Что у нас тут? Вон. Есть гальянчики. Один заячьился. Ну. Заячьился. Так. Вот. Этот небольшой. А тут вон какие кабаны, друзья. Смотрите. О. О, их можно, по идее, даже жарить и есть. Вон какие здоровые. Вот это самый лучший в мире живец. Вот. Они как караси. В России живут такие, где их называют линь. Похоже, вот это некоторые у нас называют линек. Ну, правильно будет сказать гальянозерный. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, красавцы. Вот это живец, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук. 18 гальянов. Шикарный результат, Янцикадан. И это только у нас первая ловушка. Кусочек хлеба сейчас возьмем, закинем в другую ловушку. Мы сегодня без комбикорма. Не знаю, запах, наверное, еще немножко остался. Если что будет, надо будет завтра привезти и закинуть. Вот. Уже хорошо, Янцикадан. Ну вот первая ловушка. 18 гальянов. Вот такая красота. Их можно жарить, говорят, в жареном виде они тоже очень-очень вкусные. Если честно сказать, я не пробовал. По коми это завод сам, от слова самалны, насаживать, наживлять. Хоть на жерлице, на щуке, хоть что. Долгоиграющая, живучая, лучшая насадка для хищной рыбы. О. О. Ну что, приступаем к проверке второй ловушки. Так, что нам даст вторая ловушка? На-на-на-на-на. О, а здесь только 2. И то небольших. Уже один. Уже один.
Один упал. И второй упал. Вот так вот. В одном 18, в другом только 2 маленьких. А почему? Загадка природы. Второй где-то должен был сюда упасть. Вот он. Одного, но возьмем. Вот он, небольшой голянчик. Так. Вот так вот. Ловушка. Ловушки рознь. В одну влетела, вторую нет. Видать, что-то не так стало. Так. Смотрим третью. Тоже пусто. Ну вот, рано радовались, получается. Третья пустая. И четвертая. О, один есть. 2 есть. О, здесь тоже есть. Крайние сработали. Средняя нет. Вот эти мелкие заячьились. Раз. Так что если бутылки закинем, эта мелочевка, наверное, тоже должна влететь. Вот тут не 18, но что-то есть. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Не знаю, выживет, не выживет. 20 штук. 20 и 18, 38. И одного взяли 39 голянчиков. Ну что, неплохо для начала. Сейчас закину все ловушки, даже без хлеба, без комбикорма. Пусть стоят в воде, может что-нибудь да зайдет. В следующий раз придем уже с комбикормом. Хоть нести бутылки не надо будет. Отличное начало. 38 штук. До морозов, если каждый день хотя бы будет постолько, то запас, пожалуй, наберем. Сейчас мы этих голянчиков закинем в большую бутылку с маленькими отверстиями и закинем в озеро. Это будет уже неприкосновенный запас. Как-то вот так. Ну а потом уже пойдем обойдем озеро, посмотрим уточек. Ну вот, без комбикорма. Дополнительно закинем сейчас раколовку, ловушку и большая белая ловушка с 2 маленькими. Было 4 ловушки, стало 1, 2, 3, 4, 5, 6 палок. 2 из них с 2 ловушками. Так, ну что, давайте вот сюда вот кусты. Давай. Лови, раколовка. Что-то она криво боком как-то встала. Ладно. Ну вот, Господь благословен. Посмотрим. Будет время завтра. Нет, так послезавтра. Здесь течения нету. Дальше озеро не уплывут. Надо попробовать было удочку взять
и на удочку еще половить. Так что в следующий раз, возможно, придем сюда с удочкой. Бывает, тоже они неплохо ловятся. В такую солнечную, хорошую погоду у них активность на высоте. Так, ну а это хозяйство пока уберем до лучших времен. И пойдем проверим озеро на наличие утей. Погнали. Сегодня попробуем выйти немножко в другом месте. За березкой. Никого. Ладно, сходим еще в тот конец озера, посмотрим. Если что, прямо оттуда начнем забирать смородину. Может быть, кто-нибудь да подсядет. Погнали. Не видать. Ну, видать, это две стаи, что отсюда улетели, когда я шел, шумел еще. Ладно, пойдем пособираем смородину. Может быть, кто-нибудь да подсядет. Опа. Вон смородиновые кусты. Черная смородина. Вон, как виноград висит. Вот она вот. Уже переспела. Но еще собирать можно. Так что приступаем. Как-то вот так. Уши слушают, глаза смотрят, руки собирают. Время 4 часа. Мы уже все сделали. Вчера в это время мы только выехали. Так что часик у нас по-любому есть пособирать. Дай бог ведерочка, хотя бы пол. Ягода, конечно, есть. Ягоды много, но не сравнится с культурной смородиной, которая крупная. Ягода помельче, конечно, но зато аромат стоит. Жалко, камера не может передавать. Обалденный аромат. Просто стоит черемуховый, смородиновый аромат.
В детстве всей семьей, помню, ходили собирать эту смородину. Ненавидел вообще сбор ягод. Что морожку, что смородину. Постоянно ныл. Упрямился, не хотел собирать. Меня заставляли. Пока не соберешь свой 3-литровый бетончик, никуда не пойдем. Я понимал, что это действительно так. И что быстрее собрать 3-литровый бетончик и потом куда-нибудь сходить там на кедровку, там на речку, посмотреть хариуса. И потом все равно быстро-быстро собирал. Но оказывалось, пока собирал 3-литровый бетон, у родителей уже ведра полные. Вот сейчас вот никто меня не заставляет эти ягоды собирать. Совсем никто. Родителей нет. А почему-то вот собираю. Хотя есть свобода действий, как говорится. Никто ничего не заставляет. Но почему-то я ее собираю. Потому что понимаю, что если я сейчас ее не собрать, то через неделю может быть уже поздно. Как-то вот так. Так что взял с собой ведра и для шиповника, и для черемухи. Но походу, дай бог, хоть пол-ведерочка смородины собрать. Что-то у меня дело медленно идет. Ладно, что соберем, то наш. О, кустик нашел, гляньте, сколько ее здесь. Вот. Вот он, вот. Красота. Чуть-чуть бы еще покрупнее. Можно было быстро собрать. Очень много мошкары, без антикомарина. Чтобы труба была. Так побрызгался. Стоит гул. Не знаю, слышно вам, не слышно. Но просто гудит все. Ну, вот, дно ведра уже заполнилось. Это с одного куста. Вот перешел только к другому кусту. Некоторые ходят от куста к кусту и ищут крупную ягоду. А я вот не знаю, не могу так. Есть ягода мелкая, крупная. Подряд все собираю. Ну вот. Этот кустик уже более-менее. Он уже ягода покрупнее. И ведро сразу начало быстрее заполняться. Работа та же самая. За счет крупной ягоды. Вон какие. Вон какие грозди. Северный виноград. Во. Красота. Раз. Ягода спелая, уже ароматная. Мать, помню, через мясорубку с сахаром прокручивала, ничего не варила. И такой обалденный морс, такое обалденное варенье получалось. И еще делала пироги с этого варенья. Тоже очень и очень вкусные получались. Варенье папу называли мы покойно. Эти пироги. Мама, бабушка тоже такие делала. Напечет с утра пораньше, потом в сумочку положит и ходит по всем родственникам, раздает. Вкусняшка, во. Вот это мне нравится. Утки не летают. Пару выстрелов было где-то на том берегу реки. Видать, охотники тоже по озерам шарохаются. И все. Я отсюда шуганул 2 стайки. И больше пока сюда не летят. Так, ну что, солнышко уже начало садиться. Время без 10:06. В 4 начал. За 2 часа неполных. Половина, чуть больше половины ведерочка собрал. Местами уже все вот. Смородина была, но она уже высохла на корню, которая на солнце.
Вся вот она сушеная уже получается. Переспелая и высохла прямо в траве. Тут немножко пособирал. Прошлый год вот здесь на этом кусту вообще шикарно было. Заморозок ударил, листья упали, и вот как виноград висело. А в этом году мелкая и сухая. Так, ну что, пойдем еще до темноты. Пособираем возле того озера. И будем потихоньку собираться, наверное. Принесли ведер много, а день короткий. Да и поздно пришли. Вот этот шиповник круглый еще не созрел. Вот продолговатый такой темный, уже мягонький зрел. Созревший. Вот его тоже надо как-то будет прийти и пособирать. Такой вот кустик, вот такая вот красота. Спелая. Вот кустик раз. И там вот такой же кустик 2. До темноты надо успеть. И все на сегодня. Вот такая вот средних размеров. Где-то крупная, где-то не очень. Но ароматная. Если, скажем, дома с питомника смородина крупная, но нет этого аромата лесного. Тут она хоть и помельче, но очень и очень ароматная ягода. Запах вот прямо сейчас, это не передать словами, какой сейчас здесь идет запах. Все, собираем. Сколько успеем, столько соберем. 25 минут 7. Солнышко садится, очень быстро начало темнеть. Подошли к нашим ловушкам. И все-таки сейчас вот доберу этот кустик и, наверное, проверю раколовку хотя бы одну. Вон, все-таки комбикорм работает. Вот, гальяны прыгают по всей ширине. Чисто ради интереса потом попробую. Вот сначала вот этот кустик доберу, потому что стемнеет, потом видно не будет. И ведро, наверное, немножко не получится добрать. Еще бы часик я бы, конечно, собрал. Получается, за 2,5 часа, больше половины. Литров 7-8, наверное. А так вон, видите, да? Была бы она чуть крупнее еще. Местами попадаются крупные, но не везде. Вон, обалденно вкусно. Хоть мелко, но вкусная. Здорово. Надо будет до заморозков еще прийти пособирать. Собрали этот куст. Ну вот, получилось у нас литров 8, наверное. Черная смородина. Грубо говоря, за 2,5 часа. С 4 до полседьмого. Все. На сегодня хватит. Литров 8 точно есть. Я бы собирал и собирал еще, до солнца село. Все, теперь пойдемте посмотрим. Вот, плесканулся. Видали, да? Сейчас посмотрим, что у нас влетело в раколовочку. Чисто за 2,5 получается часа. Тут без комбикорма, без ничего. Так, бутылочки у нас никого. Ох ты, есть. Есть. Есть мои хорошие. Есть мои хорошие. Это без комбикорма. Сколько там у нас их? 1, 2, 3, 4.
Раз. Два. Три. И 4. Был бы комбикорм. Но тут маленький кусочек хлебушка есть. Может он все-таки запах немножко дает. 4 гальяна. И было 39. Итого получается 43. Ну, раз начали уже, давай уж посмотрим. Здесь никого. Подальше закинем. Вот так вот. Так, здесь у нас бутылки. Пустые тоже, наверное. По-любому пустые. А нет. Верша. Сейчас. Ладно. Сейчас подальше закинем. Раз уже подняли. Вот так вот. Здесь у нас бутылка. Куча бутылок. Ух ты. Тяжелые. Не, без комбикорма лезть не хотят нифига. Ладно. Привезем мы вам комбикорм. Так. Ну давайте уже поднимем крайнюю. А что крайнюю? Давайте все уж проверим. Раз начали. Здесь пусто. Надо попробовать какую-то прикормку, наверное, фидерную. О! Есть контакт. 3 штуки. Вот кто-то работает, кто-то нет. Вот почему? Четыре штуки. 4 штуки. Сколько там было? 40. Там 4, 43 и 4, 47. Ну вот. 8 гальянов влетело за 2,5 часа. Ну и то хорошо. Раз. 8 налимов или 8 щук. Возможно. 3. Где 4-й? Вот он. О, какие жирненькие. Но тут-то еще вот это ладно, вот такие средние. Некоторые же вообще здоровенные. Ну вот. Потихонечку, потихонечку процесс идет. Как-то вот так. Не знаю, как легло. Сейчас пойдем закинем это в общую тюрьму. И если успеем, еще соберем немножко черемухи. Я не знаю, видит ли камера, но вот красота, прямо вот туман, прям полосой. Снизу нет, сверху да. Это вот то, что похолодало сейчас, а теплый воздух, видать, испаряется. И вот я как сейчас, как ежик в тумане получается.
Сегодня опять будет холодно ночью. Лишь бы минуса не было еще хотя бы недельку, чтобы ягоды пособирать. Нашел еще кустик смородины. Немного еще пособирал. Где-то с литру, наверное. Так что навряд ли мы сегодня успеем собрать черемуху. Блин, как хорошо раньше было, когда совхоз выкашивал эти луга. Это не... Вон, это здоровенные луга. Это остров большой. И все вот зарастает потихоньку. Еще лет 15-20 и все. Лугов больше не будет. Так, время 7 часов. Добрались до ведерочка. Минут 15-20 у меня еще есть в запасе до темноты. Река уже рядом, так что давай немножко хотя бы пособираем, хотя бы пару литров, хотя бы на одну сушилочку. О, черемуха сладкая, спелая, обалденная. Высушим. Рыбацкий напиток будет славный. Вкусняшка. Возле дома все уже собрали. Осталось только на верхушке, где не достать. Птицы уже там вовсю выклевывают. А здесь на лугах никто ее не собирает валом. Вон. Если видно, да, сколько здесь ее. Вот, один куст. Тут только ведро можно собрать с одного куста. И даже не надо на дерево лазить. Ладно, сколько успеем, столько пособираем. Ну вот и все на сегодня. Черемухи много. Черемуха вкусная, черемуха сладкая, но день короткий. Как-нибудь надо будет завтра, послезавтра сюда прийти и обязательно нарвать. Очень вкусные черемуха. Так, что, все, 20 минут 8-го. И медлить больше нельзя. Ну что, вон. Дома почищу. На пару, не на пару, а на одну закладку, сушилку мы собрали. Так, ну что, подводим итоги. День прошел не зря. С утра спилил клепки на обяжке от старого стекла. Буду ставить новое стекло скоро. Поймали 47 гальянов озерных. Это очень хорошо. Забыли комбикорм, это, конечно, плохо. На одну закладку в сушилку собрали черемухи. И вот почти полное ведро собрали черной смородины. И поймали еще одного хариуса. Рыбалка потом. Порыбачить всегда мы успеем. Завтра, дай бог, будет погода. Дождусь Ромки, наверное, мы сюда придем. Во-первых, не закинули комбикорм. Поменяем, проверим ловушки. Засыпем во все ловушки комбикорм. Закинем то, что не закинули, в общем. И что успеем, пособираем черемуху, шиповник. И если найдем смородину, то смородину. Как-то вот так. День прошел не зря, день прошел с пользой для дела. Так дни все и летят. Скоро зима. К зиме надо готовить запасы. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.